на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». Здравствуйте, на календаре четверг, 15 сентября, и в студии Екатерина Данилова. Бабье лето отступило, но снова вернулось. По данным Гидромедцентра Чувашии, сегодня в республике местами воздух прогреется до плюс 15. Правда, возможен кратковременный дождь, так что, выходя на улицу, не забудьте взять зонт. В пятницу и субботу, по мнению синоптиков, будет сухо и тепло. Термометры не покажут ниже 20 градусов. Несмотря на большой плюс за окном, в Шумерле решили начать отопительный сезон. В первую очередь батареи стали горячими в детских садах и соцучреждениях. Параллельно тепло стали подавать и в жилые дома. В городской администрации предупреждают, процесс включения отопления занимает несколько дней. Поэтому, если погода в доме у вас в ближайшее время не изменится, следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Хорошая новость для любителей бега. В ближайшую субботу, 17 сентября, в Чувашии состоится всероссийская спортивная акция «Кросс нации». Присоединиться к марафону может каждый. Для этого сегодня необходимо до 17 часов подать заявку любым удобным для вас способом. Первый – отправить ее на электронную почту csp101@mail.ru. Второй – оставить у специалистов по спорту в районных администрациях. Обратите внимание, что перед забегом необходимо получить нагрудные номера. Без них к участию в кроссе нации не допустят. По традиции основной забег пройдет в Чебоксарах на Московской набережной. Спортсмены и любители сами смогут выбрать дистанцию, которую они хотят преодолеть – 1 либо 12 километров. К другим темам. Сегодня в Чувашской государственной филармонии стартует межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы». Марафон объединит Ульяновскую область, Башкортостан и Чувашию. На протяжении месяца в городах, селах и деревнях этих трех регионов пройдут выставки об истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, где расскажут и о подвиге жителей Приволжского федерального округа в годы Великой Отечественной. Также в рамках марафона состоятся уроки мужества в школах, научные конференции и концертные программы. Погода сейчас настолько переменчива, что риск простудиться очень высок. Врачи рекомендуют внимательно отнестись к своему питанию и сделать упор на те продукты, которые способствуют укреплению иммунной системы. Многие специалисты советуют включать в рацион дары моря. Полезными свойствами особо богата рыба, выловленная у берегов Камчатки, которая сейчас представлена в Чебоксарах. Чавыча, икра, белорыбица, тунец, палтус, соленая, вяленая, горячего и холодного копчения, без добавления красителей. Правильно приготовленная рыба – это кладезь витаминов, она сохраняет свои питательные свойства и уникальный вкус. Особенно ценный для организма омега-3 витамин D. Специалисты отмечают, что очень полезна икра лососевых. Она содержит кальций, магний и фосфор. Кроме того, рыба северных морей богата легко усваиваемым белком и антиоксидантами, которые помогают работе организма. Полезная продукция будет представлена на верхней парковке у торгового центра «Мегамолл» до 18 сентября. Сегодня в 9 утра министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов проведет прямую линию на тему «Поддержка самозанятых граждан, ведущих личное подсобное хозяйство». Эфир пройдет в сообществах Чувашская республика и Минсельхоз Чувашии в соцсети ВКонтакте. Не упустите шанс задать вопрос министру в комментариях к трансляции. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».